1100-летие крещения Алании отметят в республике с большим размахом. Реставрация памятников культуры – часть подготовки к празднованию. В основной план вошли 14 объектов культурного наследия. Некоторые из них уже отреставрировали, а вот на некоторых работы в самом разгаре. Алана Томаева продолжит. 14 объектов культурного наследия. Каждый из них – уникальный памятник культуры. В рамках празднования 1100-летия крещения Алании ведется масштабная и активная работа по их реставрации. Проекты 5 объектов подготовили в прошлом году, а в этом началась их реализация. На следующий год планируют к реализации еще 5 памятников. В этом году работы завершат в средневековой Илинской церкви 15 века в Араскате, укрепят южную подпорную стену Осетинской церкви. Важным объектом этого года стал Зурукский храм. Там завершили берегоукрепительные работы, но на этом останавливаться не планируют. В перспективе воссоздание храма. Причем воссоздание будет выполнено вместе с тем по всем реставрационным канонам. То есть человек, придя на место, будет видеть, где новый объем, а где старый объем. Это очень важно. Будет такой шов реставрационный. Мы еще определим, какой, видимо, или из стекла будет, или из камня другого цвета, который отделит новый объем от старого. И вместе с тем новый объем также будет иметь другое цветовое колористическое решение. И будет выполнен не из камня, а из бетона. Эти решения согласованы с Государственной научной историко-культурной экспертизой и согласованы Комитетом по охране использования объектов культурного наследия. Реставрация памятников культурного наследия – работа, требующая максимального профессионализма. Важна каждая деталь. Для реставрации в республику приглашают лучших специалистов страны. Памятники, над которыми мы работаем, это уникальные памятники. И, безусловно, строго говоря, учиться на них мы не можем. Перенимать опыт – да. И именно вот эта задача связки известных специалистов, аттестованных, имеющих опыт, и наших осетинских специалистов, то есть их подготовка вот в результате этой работы, вот именно этот принцип мы и используем. При работе специалисты стараются максимально учесть исторические архивные данные об объекте. Проводят подробные полевые исследования по различным технологиям. Они позволяют максимально точно исследовать объект. Есть еще и обязательные технологические исследования. Они помогают понять, как был создан объект и из чего состоял. После производства обмерных работ начинается уже с консультациями специалистов-реставраторов проектные работы. Мы стараемся использовать аутентичные материалы, восстанавливаем какие-то детали. Анализ ведется не только по объектам Северной Осетии, но и по всему Кавказу. В принципе, это было единое культурное пространство, единые технологии. Празднование 1100-летия крещения Алании – одно из приоритетных направлений. Оно на контроле не только республиканских, но и федеральных властей. Сейчас все работы по программе ведутся в срок и по планам. Алана Томаева, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.